утра коммунальные службы Белорусского района устраняют последствия непогоды. В работе задействовано 6 единиц техники, которые расчищают дорогу от ила и грязи. Последствия сильного ливня, обрушившегося в минувшие дни на республику, видны до сих пор. Больше всего пострадали домовладения в Белорусском районе. По предварительным данным, стихия нанесла ущерб 14 семьям. В основном это домовладения в районе Каштака. Подобное здесь случается не впервые. Последствия наводнения достаточно серьезные. Были затоплены не только дворы, но и первые этажи домов. У многих жильцов мебель и техника пришла в полную негодность. Стремительно прибывающая вода подтопила и 5 автомобилей. Все коммунальные службы района задействованы в ликвидации последствий непогоды. Один экскаватор, погрузчик, один фронтальный погрузчик, маленький экскаватор тоже выполняет свою работу. И также КАМАЗы, которые вывозят ил. Вчера порядка 20-25 КАМАЗов мы вывезли только с дороги, не считая там, где железная дорога, то есть сзади трассы. И также вот асфальтный завод нам предоставил свою технику, вот фронтальный погрузчик, он работает, они дали свой КАМАЗ, хотят также помочь. Также пострадал Бахмаран, очень сильно там подтопили подъезды, машины утонули. В селе Пщап была по инвестпрограмме укладка асфальта. Асфальт тоже поднялся, река Почтагал вышла из берегов. Ну, во многих местах, в Киласуре также, там же рядом тоже вышла из берегов, пострадали люди. Уже много лет ливневая канализация в районе Каштака находится в критическом состоянии. Попытки своими силами привести ее в порядок оказались недостаточными. Затем администрация района составила проектно-сметную документацию ремонта ливневок и направила в кабинет министров. Все одобрили вот по Каштаку, по Мачаре. В пределах 30 миллионов сметная стоимость восстановления ливневки здесь. Потому что это не первый случай, не первый раз людей подтапливает. Здесь, сейчас не хочется как бы кого-то виновными делать. Есть на то причины, тоже субъективные в том числе. И поэтому сегодня для решения вопроса мы пришли к выводу, что здесь надо вообще прокладывать новую ливневку. Что касается рек, они не вышли с берегов? К счастью, нет. К счастью, нет, потому что вот в прошлом году руслоочистительные работы, которые были проведены, позволили нам сегодня избежать подтопления от того, что поднялась в реке. Больше всего мы боялись за Кодор. Слава богу, там как бы все обошлось. Сейчас пострадавшие жители совместно с коммунальными службами расчищают дворы и дома от грязи и ила. В районе создана соответствующая комиссия, которая оценит ущерб от непогоды. Главам администрации даны соответствующее поручение, они мониторят ситуацию. И исходя из этого мы уже потом определим конечную цифру. Создана комиссия, которая в таких случаях выезжает на место, оценивает ущерб, составляем соответствующие материалы, потом для передачи последующей уже в комиссию по таким вот ситуациям, кабинет министров, для оказания им помощи. От сильного дождя частично пострадала и столица. Некоторые улицы сухумо подтопило. Сейчас в городе коммунальные службы совместно с МЧС ведут работы по устранению последствий непогоды. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.